Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости». В студии Сульхия Азими. Здравствуйте. Сегодня председатель Маджлиси Милли, Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, ознакомился с ходом строительных работ на автодороге улицы Кахарова и в Национальном театре Таджикистана. Председатель города Душанбе дал ответственным лицам указания и поручения по выполнению строительных работ на высоком качественном уровне. 25 июля председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, ознакомился с ходом строительных работ на улице Кахорова. Реконструкция дороги от проспекта Саади-Ширози до въезда в район Рудаки будет осуществлена на основе генерального плана города Душанбе, а также будут созданы условия для движения транспортных средств, велосипедов и пешеходов в соответствии с международными требованиями. Протяженность дороги составляет 6,6 километра. Для транспортных средств будет построено 8 полос движения. На отдельных участках дороги для общественного транспорта предусмотрены 2 отдельные полосы. При этом в перспективе будут построены 5 двухуровневых дорог в соответствии с мировыми требованиями. Двухуровневые дороги будут построены на пересечении улиц Сохили и Южной со строительством моста через реку Душанбинку. Председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, поручил подрядчикам выполнить оставшиеся работы качественно и в установленные сроки. Реализация этого проекта с 5 двухуровневыми дорогами и широкими возможностями для движения транспорта, специальной дорогой для общественного транспорта, дорожками для велосипедов и пешеходов состоится в Душанбе впервые. Строительство дороги от проспекта Саади-Ширози до въезда в район Рудаки поможет создать благоприятные условия для движения транспортных средств и адаптировать возможность оказания услуг в сфере дорожного хозяйства и транспорта к международным стандартам. Также председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, ознакомился с ходом строительных работ Национального театра Таджикистана. Здание Национального театра Таджикистана состоит из 2 подземных этажей и 5 надземных этажей. По проекту он состоит из 3 больших залов и множества других помещений. Его главный зал имеет 2500 посадочных мест и 2 других зала, один на 1200, другой на 1000 мест, а также оркестровую яму, 2 боковые сцены, арьер-сцену, залы для репетиций и другие необходимые помещения мирового уровня. Проект Национального театра Таджикистана подготовлен путем изучения дизайна лучших театров разных стран мира и соответствует всем современным стандартам. Уважаемый Рустами Эмомали дал указания и поручения специалистам выполнить работу на высоком качественном уровне, а также отметил, что Национальный театр Таджикистана станет одним из крупнейших и красивейших сооружений страны. В стране наблюдается прогресс во всех сферах социально-экономической жизни общества. Так, в честь праздника 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан во всех городах и районах страны запланировано строительство многочисленных объектов различного назначения, большинство из которых уже сданы в эксплуатацию. В их числе административные, образовательные, медицинские и торгово-сервисные здания и сооружения, производственные предприятия и цеха. Имидж столицы Таджикистана стремительно меняется. Сегодня Душанбе стал ярким примером экологически чистого города мирового масштаба. На сегодняшний день Душанбе стал беспрецедентно развивающимся и процветающим городом. Строительство величественных зданий и дворцов, красивых парков и садов, гостиниц и культурных учреждений, построенных с учетом высочайшего национального архитектурного мастерства, укрепила возможности предоставления услуг городом Душанбе на уровне международных стандартов и обеспечила возможность столицы Таджикистана быть достойно представленной на международном уровне. В свете инициативы председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, о превращении столицы страны в зеленый город, сегодняшний Душанбе утопает в зелени и сезонных цветах. Душанбе вносит ценный вклад в развитие межгосударственных отношений и укрепление положительного имиджа Таджикистана в системе международных отношений, устанавливая и развивая побратимские отношения с различными городами Азии, Африки, Европы, Америки и СНГ.
Город Душанбе под руководством энергичного и творческого молодого председателя Рустами Эмомали играет значительную роль в проведении региональных и международных форумов и конференций. В настоящее время столица страны, Душанбе, является членом Международной ассамблеи столиц и городов, Международной организации городов-побратимов, Организации городов-побратимов Болдер-Душанбе, Всемирной организации объединенных городов и местных властей. Последние годы столицы страны, города Душанбе, сердца Таджикистана, можно считать годами важных свершений и достижений в политической, экономической, социальной и культурной жизни города. В Душанбе ежедневно проводятся различные международные конференции и саммиты, на которые в столицу приезжают гости со всех стран мира. Поэтому большая ответственность каждого сознательного гражданина страны – это истинное уважение к национальным ценностям, понимание высокой ответственности гражданства, самопознание и национальной идентичности в целях защиты независимости Родины, социальной стабильности, безопасности государства и общества, национального единства, дальнейшего благоустройства каждого уголка страны и прославления нашего родного Таджикистана на мировой арене. Мы, жители города Душанбе, с большой ответственностью, гордостью и честью должны продолжать добрые традиции строительства и созидания Святой Родины. Зумрат Файзиева, Зухро Самадова. Новости. Организованная преступность, связанная с контрабандой и незаконным оборотом наркотиков и огнестрельного оружия, представляет серьезную угрозу безопасности личности, государства, общества, национальному генофонду, развитию экономики любой страны. В современном мире большое количество граждан, особенно молодежи, умирает по причине употребления наркотиков и наркомании. Однако, несмотря на это, заинтересованные группы и отдельные личности всегда пытаются пожертвовать мирной жизнью людей ради своих личных и групповых интересов. Организованная преступность, связанная с контрабандой и незаконным оборотом наркотиков и огнестрельного оружия, представляет серьезную угрозу безопасности личности, государства, общества, национальному генофонду, развитию экономики любой страны. В современном мире большое количество граждан, особенно молодежи, умирает по причине употребления наркотиков и наркомании. В ходе всеобъемлющей и эффективной деятельности сотрудников силовых структур Республики Таджикистан, в том числе Государственного комитета национальной безопасности, ежегодно граммов наркотических средств из незаконного оборота, а также ставится устойчивый заслон для предотвращения его дальнейшего распространения на территориях государств Центральной Азии, Российской Федерации и Европейского Союза. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан в городе Душанбе, члены наркогруппировки братья Ходжиев Фарух Рашидович по кличке Фарухи Кафтарбоз, 1985 года рождения, и Ходжиев Фарид Рашидович, 1984 года рождения, жители города Душанбе, района Сино, улицы Навбахор, дома номер 954, и Музофиров Дедошо Зиоратшоевич, 1983 года рождения, уроженец и житель Горно-Бадахшанской автономной области, Ванжского района, сельского джамуата Абдуллоева, села Бовуд, образование среднее, женат, активный член организованной преступной группы Ванжского района. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что названные лица с 2005 года являются преступными партнерами афганских наркоконтрабандистов и занимаются незаконным оборотом наркотиков в республиках Таджикистан, Узбекистан, Казахстан и Российской Федерации. В ходе осмотра дома братьев Ходжиевых было обнаружено и изъято 570 граммов наркотика гашиш, 30 штук психотропного вещества лирика, оружие и боеприпасы к ним, в том числе 1 пистолет Макарова, 1 пистолет марки Тульский, 3 единицы магазина и 1 пневматическое оружие, 2635 патронов разного калибра и 2 штык-ножа.
С 2020 года Музафиров Дидоршо контактировал с Ходжеевым Фарухом и занимался контрабандой и незаконным оборотом наркотиков и продажей оружия. В 2021 году Музафиров Дидоршо через своего брата Музафирова Далера, его нет в живых, приобрел в городе Душанбе огнестрельное оружие, пистолет марки «Тульский», а затем по предварительному сговору продал его Ходжееву Фаруху за $1700. В связи с данной ситуацией Следственным управлением Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан возбуждено уголовное дело по статьям 195 части 2 и 200 части 3 Уголовного кодекса Республики Таджикистан. Предварительное расследование продолжается. Уважаемые телезрители, это были все главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и не переключайтесь.